Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Новоселье отмечает одна из самых перегруженных школ Якутска. Торжественно открыли пристрой к 31-й школе. Почти 900 человек получили вакцину от коронавируса за минувшие сутки. Озвучим актуальные данные по эпидситуации в регионе. Между тем, в Москве COVID-19 лечат восточной дыхательной гимнастикой. Насколько эффективны элементы боевого искусства в борьбе с коронавирусом? Цены на продукты в прошлом году превысили уровень инфляции. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства заявил, что цены на продовольственные товары выросли больше инфляции и предложил подробно рассмотреть тему позже с учетом итогов января. Путин отметил, что глубина экономического спада в России оказалась меньше, чем в большинстве стран. При этом президент подчеркнул высокий уровень безработицы в стране и поручил правительству добиться полного восстановления рынка труда к концу года. Кроме того, Владимир Путин объявил об еще одной задаче – выйти к концу десятилетия на темпы строительства жилья в 120 миллионов квадратных метров в год. Вместе с тем, глава государства озвучил и существующие проблемы в этой сфере. Купили квартиры вместе с тем в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья. Существенно растут цены на недвижимость. Не хватает доступных вариантов квартир. И в этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке. В том числе с помощью увеличения предложения жилья. В селе Намцы ввели в эксплуатацию новый 31-квартирный дом по программе переселения граждан из ветхого аварийного жилья. В открытии принял участие глава региона Айсен Николаев. Жильцы аварийных домов уже переезжают в новые просторные квартиры. Каменное здание построили в современном стиле. Квартиры частично укомплектованы. Новоселам подарили кухонные гарнитуры, печи и прихожие. В настоящее время в селе Намцы признаны аварийными 38 жилых домов. В них проживает около 1500 человек. Наш старый дом был постройки 1962 года, это почти 60 лет. 4 раза попадал под наводнение. Дали новый дом, считай, около 20 лет. И, наконец, наступил тот радостный день, когда мы получаем ключи от новой квартиры. Вчера только мы квартиру свою осмотрели. Да, у нас трехкомнатная квартира. Ага, очень хорошо. 2 спальные комнаты, зала, да, ванна отдельная, да, туалет, бойлер, да, можно, да, хоть когда горячая, теплая вода, все благоустроенное, полностью благоустроенное, с балконом, да. Новоселье отмечает также одна из самых перегруженных школ столицы республики. Сегодня торжественно открыли пристрой к школе номер 31. В мероприятии принял участие глава республики Айсен Николаев. Трехэтажный объект площадью 4200 квадратных метров рассчитан на обучение 315 детей. Это ученики основных и старших классов. На первом этаже располагается читальный зал библиотеки с хранилищем на 30 тысяч книг, учебная мастерская по технологии, комнаты охраны, а также технические помещения. На втором этаже обустроены учебные аудитории, отдельный класс по физике с лаборантской, мастерская по домоводству, спортивный зал, а также стрелковый тир. Это самая большая школа нашей республики. Здесь обучается порядка 2400 школьников. Конечно же, переполненность всегда была огромная. И я еще, будучи главой города Якутска, дал распоряжение. В 2017 году был подготовлен проект данного пристроя, который в дальнейшем уже получил поддержку и на республиканском, и на федеральном уровне. И благодаря национальному проекту образования, благодаря решениям президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, у нас выделено на строительство этой школы было 245 миллионов из федерального бюджета, 105 миллионов из республиканского. И с 1 сентября 2019 года стройка началась, и сегодня она уже завершена, объект уже готов к работе.
Переходим к актуальной эпидобстановке в регионе. За минувшие сутки в Якутии выявили 145 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщила на ежедневном брифинге замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. В Якутске заболели 48 человек. Среди районов больше всего новых случаев в Мирнинском – это 24. В Алданском районе 14 случаев, в Мегино-Кангаласском 11, в Нерюнгринском 9, в Ленском 8, в Жиганском 6, в Нижнеколымском и Татинском районах выявили по 5 заболевших. Еще в 8 районах от 1 до 4 случаев инфицирования. За сутки провакцинировано 884 человека. Соответственно, будем наращивать и темпы вакцинации, так как запись сегодня есть практически во всех поликлиниках, как города Якутска, так и в центральных районных больницах ведется соответствующая запись. Необходимо обратить внимание, что поликлиники будут работать на повышенном, соответственно, на удлиненном графике работы, и в том числе работать будут в выходные праздники. Врачи одной из московских клинических больниц в качестве метода лечения больных с COVID-19 используют восточную дыхательную гимнастику. Элементы боевого искусства оказались эффективны в борьбе с коронавирусной инфекцией, полагают медики. Подробности в материале наших коллег. Подобные телодвижения можно было наблюдать в передачах о путешествиях по Китаю. С недавних пор элементы боевого искусства тайцзи-юань, в первую очередь упражнения для дыхания, начали применять врачи Московской клинической больницы номер 67 для помощи пациентам с COVID-19. Занятия проводятся в одном из филиалов больницы, расположенном в Ледовом дворце в Крылатском. Как говорит доктор Александр Алиев, он же тренер, такой метод улучшает вентиляцию и очищение легких во время и после болезни. В частности, мы используем дыхательную гимнастику тайцзи, которая позволяет нам в комплексе с методами лечения медикаментозными ускорить процесс восстановления пациентов и уменьшить количество осложнений во время лечения, а также уменьшить количество осложнений, которые могут оставаться после лечения. Пациентка Ольга Богатырева на собственном опыте убедилась в эффективности гимнастики. Упражнения дались ей легко. Польза для дыхания, польза для души, польза, как времяпровождение, в конце концов. Это интересно. Не помирать же, ё-моё. Ольга Поликарпова тоже очень довольна результатами тренировок. Подобные занятия – это очень-очень хорошо. Тем более дыхание, вы понимаете, происходит такое, что без дыхания, в основном из-за дыхания же легкие у нас зависит. Поэтому это нужное дело. Я вот сейчас посмотрела, я просто в комнате буду себя вот сейчас делать просто. Усилия медиков, в том числе те, что направлены на улучшение психологического состояния пациентов, дают положительные результаты, отметил главный врач 67-й больницы Андрей Шкода. Положительная динамика. Если раньше доходило количество пациентов до 800-900 пациентов, то сейчас на лечении находится 400 пациентов. И вы сами можете убедиться в этом, увидев из окна кабины, сколько свободных коек. Россия остается на 4-м месте в мире по числу заболевших – 3 655 000. За сутки выявлено почти 22 000 новых случаев. Умерли 612 человек. Бессмертную оперу Жоржа Бизе «Кармен» на языке оригинала покажут в Якутске. Постановка приурочена к 50-летнему юбилейному сезону театра, оперы и балета. Репетиции уже начались, с актерами работают приглашенные специалисты. Насколько сложно дается французский язык якутским артистам, узнал Дмитрий Тымыров. Туда. Теперь дальше. Раз и два. И теперь томбе, рука остается. Идет 5-й день репетиции. Каждое движение должно быть отточено до мелочей. Однако главная сложность – французский язык. Чтобы поставить на сцене Якутского театра знаменитую «Кармен» на языке оригинала, в столицу региона приглашен коллега из Удмуртии, уже имеющий опыт такой постановки. Работа так разделена на 3 части, то есть будут такие фрагментами, я буду приезжать, буду работать с труппой, будем запоминать мизансцены. Вот сейчас мы познакомились с труппой, отобрали, уже главных исполнителей утвердили. Работа ведется такая скрупулезная, потому как самое главное, наверное,
будет сюрприз для зрителей, что впервые в Якутии опера будет исполняться на французском языке, на языке оригинала. Поэтому основной акцент будет сделан на солистов постановки. С ними также работает приглашенный специалист. Теперь из каждого зала и кабинета театра слышны звуки рабочих моментов. У нас есть замечательный коуч, который помогает нам, носитель языка, достичь правильного и хорошего произношения. Оказалось, что билингвизм большинства артистов театра только на руку. По словам приглашенного тренера, именно носители якутского языка очень быстро схватывают нюансы произношения. Что очень интересно, то, что певцы тоже говорят по-якутски, очень много помогает, потому что между французскими и якутскими языками есть очень много общих звуков. И тоже место ударения по-французски и по-якутски на одном же месте в словах. Впрочем, театральная труппа просит жителей и гостей столицы не бояться того, что постановка на французском. Бессмертная опера «Бизе» будет понятна даже без перевода. Ведь это возможность окунуться в атмосферу любви, страсти и красоты, понятную любителям искусства во всем мире. Сам Чайковский сказал в свое время, что это будет самая исполняемая опера всех времен и народов. Это действительно так. Столько такое обилие хитов, настолько обилие интересной музыки не может просто не тронуть. Не бойтесь то, что опера будет на французском языке. Во-первых, будет бегущая строка. Во-вторых, все мизансцены построены таким образом, что я постараюсь, как режиссер, взять зрителей за руки и провести по этому спектаклю, объясняем каждую мизансцену. Отбрасываем все страхи и сомнения, покупаем билеты и приходим в Саха-опер на спектакль «Кармен». Премьера мирового шедевра назначен на 27 марта. Дмитрий Тымыров, Джулсан Иннокентьев, Якутск. На этом выпуск подошел к концу. Не забывайте носить маску, дезинфицировать руки, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.